действительно с такими материалами работать. И, конечно, хотелось, чтобы они не просто дома лежали, а могли их и другие люди увидеть. Это вот очень интересно, очень важно, особенно для подрастающего поколения. И так вначале родилась идея сделать выставку «Вечный человек под открытым небом», который находится на территории Казанского Кремля. Я рассказала об этой идее Сидорике Невалеевой, она ее поддержала, и мы сделали эту выставку очень быстро. Единственное, не все персонажи, конечно, кто могли бы войти, вошли. К нам потом говорили, а почему вот нет такого или такого. Но это было потому, что, во-первых, был ограничен срок, во-вторых, бюджет, в-третьих, информации не так много. И поэтому вот я надеюсь, что к следующему году это будет продолжено и появятся все-таки другие, потому что писателей было 90 человек, а там, к сожалению, не все. Но вот то, что там было представлено, это помогли семьи и творческие союзы республики, писателей, художников, композиторов и театральных деятелей. И семьи. Огромный, очень интересный материал хранится в семьях, это мало кто видит. И поэтому мы создали клуб потомков деятелей культуры «Династия», куда у нас входят потомки писателей, художников, театральных деятелей, журналистов. И вот я провожу цикл мероприятий на русском языке, на татарском языке, ну, кто как может говорить, тот так и рассказывает. И именно потомки делятся воспоминаниями. Например, вот дочь Фатыха Карима, Лейлхам, она рассказывает о нем вот, очень интересно, о том, как он был репрессирован, как затопили баржу, где он был, но он выплыл, ушел на фронт и погиб там. Или дочь Набида Улиева рассказывает о том, как он добровольцем ушел, одним из первых татарских писателей на фронт попал в плен, как он разрабатывал план восстания в Бухенвальде. Или, например, Рафаэл Тухватуллин в Альметьевске жил писатель, он вернулся инвалидом с фронта, он был вынужден носить корсеты, вот эта фотография этого корсета.